Уже неделю нет с нами нашего друга Марата Садыкова, теперь уже экс-министра здравоохранения республики, настоящего патриота, профессионала, врача от Бога, успешного руководителя, отца, мужа. На самом деле продолжать можно долго. Это свойство людей неординарного масштаба личности, каким, безусловно, был Марат Наилевич, оставаться в памяти людей навсегда, ярким и неизгладимым светом. Коллеги запомнили его четким и дисциплинированным управленцем, профессионалом с большой буквы. Друзья помнят веселого, неунывающего Марата, который всегда был душой компании, с прекрасным чувством юмора и, если надо, готовым сорваться среди ночи, когда нужна помощь. Подчиненные и пациенты хранят в памяти внимательного, отзывчивого Марата Наилевича, который готов был брать ответственность на себя, принимать решения, не теряющего самообладания в любых чрезвычайных ситуациях. Родственники, родители, супруга, дочь и сын, у них свои, конечно, самые добрые воспоминания о нем. Тут просто нет слов. Только вот все, кто знал Марата Наилевича, до сих пор с огромным трудом говорят о нем в прошедшем времени. И мне очень трудно, даже невозможно. Вот кажется, сейчас откроется дверь, он зайдет всегда улыбающийся, уверенный, шутливый и скажет в своей манере: «Ильшат Абый, не переживай, все будет хорошо». Очень правильные и созвучные моим чувствам слова сказал во время поминального обряда первый заместитель аппарата президента Ильнур Махмутович Гарипов. Он сказал: Марат Наилевич Садыков был очень открытым человеком, и многие злоупотребляли этой открытостью. Я и сам, что греха таить, бывало, злоупотреблял добротой Марата Наилевича. Прости меня, Марат, за это. Мы не щадили тебя, не берегли. Такова природа человека. Наше личное горе всегда кажется вселенским и затмевает все остальное. Он был очень отзывчив к чужому горю и всегда вселял надежду на исцеление. И делал это, казалось, так легко и непринужденно, но в действительности пропускал все через свое сердце. Спасибо тебе, Марат, за это. Тимур Бекмурзин поговорил со многими людьми, близко знавшими и любившими Марата Наилевича. Наш рассказ о настоящем министре, патриоте республики, друге, человеке с большой буквы. Вы все меня знаете, мы давно с вами вместе работаем, в одной команде. 2 дня назад поздравляли друг друга с днем рождения. Хочется пожелать ему здоровья, потому что он заботится о здоровье всей жизни. У нас очень много еще планов было с ним. Его слова всегда внушали уверенность. Он звонил даже в сложных ситуациях и говорил, первые фразы были: «Шеф, справляемся, делаем все как положено». А то, что Марат Наилевич горел на работе, это все видели и все знали. В реальность происходящего до сих пор не верится. Как говорить о Марате Садыкове в прошедшем времени, когда вот он рядом на фотографиях, видео, веселый, энергичный, стремительный и жизнерадостный. Министр, врач, коллега, друг, отец, муж. Для отца Наиля Салаховича и мамы Назиры Исламовны настоящая гордость. Он поднял несколько больниц. Он готовил универсиаду и обеспечивал медицинскую помощь. В период пандемии одни из первых пациентов, которые поступили, были в Казани. Марат Наилевич – это был патриот республики, патриот здравоохранения. Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Любой ответственный человек, особенно если это первое лицо, за все переживаешь. И, безусловно, эти непростые годы сложились, я считаю, и повлияли на здоровье такого сына нашего народа. У многих, кто пришел проститься с Маратом Садыковым, в тот день был немой вопрос: а мог ли Марат Наилевич с его темпераментом, энергией, большим сердцем выбрать иной путь, иную карьеру и работу, не столь энергозатратную? Пожалуй, что нет.
Судьба вела его по жизни. Родители, известные в республике врачи, отец дослужился до должности заместителя министра здравоохранения республики, мечтали о сыне продолжателе династии. Марат ожидания оправдывал, с отличием закончил медицинский институт. В 96-м его назначают на должность заместителя главного врача городской клинической больницы номер 18. С Растямом Бакировым, главным врачом лечебного учреждения, с первых дней сложились доверительные отношения. Это мои счастливые годы. Мы общались не как вот руководитель, как заместитель, просто обычные человеческие разговоры. И между разговорами и решали вопросы. Он глобальный был. Он гениальный, вот это слово, если скажем даже. Он, может быть, у него всегда улыбка была, у него шутки были. Надо признать, в плане масштаба работ, грандиозности задач судьба Марату Садыкову благоволила. Ему было где проявить свои незаурядные организаторские способности. При этом, по признанию коллег, Марат Наилевич всегда оставался отзывчивым и чутким человеком. Ответственность разделяли мы за весь Приволжский район, и его желание воплотить новое, обеспечить доступность, они были реализованы сполна. Очень человечный, доброжелательный. Всегда обязательно поможет, когда надо. Вот я о нем только добро могу сказать. И очень жалко, что такие люди, видите, и Аллаху тоже нужны. Особенно запомнились мне его руки. Когда с ним так здороваешься. Да, мягкие, теплые такие руки всегда были. Много успел, но много бы еще успел он сделать. Еще много бы успел. Даже простое перечисление фактов из биографии Марата Садыкова говорит о том, что жил и работал он в режиме нон-стоп. 24/7 и успевал многое. В 99-м защитил кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения, получил степень кандидата медицинских наук. В 2000-м его назначают главным врачом Казанского онкологического диспансера. Новый вызов для амбициозного Марата Садыкова. Очень удивительно. Для такого темперамента, то есть как он находил в себе силы, сначала изучать проблему, присматриваться с одной стороны, с другой стороны, обязательно спрашивать. Он намного на другой уровень поставил экстренную помощь. Например, рака почки практически в нашей клинике сейчас нет. Как бы высоко ни взбирался по карьерной лестнице Марат Наилевич, он удивительным образом оставался открытым и доступным для всех. Рядовых пациентов, коллег-врачей, неважно, бывших или настоящих. Сотни людей, которые благодарны и сегодня соболезнования выражают. Тысячи людей, которые в различных учреждениях нашего здравоохранения получали помощь, а он не оставался никогда безучастным ни к какому обращению любого человека. Случился несчастный случай, беда. Близкий человек попал в реанимацию 7-й больницы. Марат Наилевич уже 8 или 7 лет не мой главный врач. И вдруг 11:30 ночи звонок. Звонит Марат Наилевич. Говорит, что я прилетел на самолете, не знал, меня в Казани не было. Мне только что сообщили, что такая беда произошла. Чем я могу помочь? Он мне один из первых, который на 60-летие Победы подарил мне телевизор. У меня не было телевизора. Я его очень-очень люблю. Мне очень без него будет трудно. Он меня заставил лично в чате создать группу «4 дуба». И Марат Наилевич, были моменты, в течение 25 секунд реагировал то, что мы там писали. Вот это правда. Он лично мне сказал, можно ли это. Через 30 лет умрешь от другой болезни. Когда я лично столкнулась, я считаю, онкология – это не приговор. И вот он умел убеждать людей в направлении оздоровления. Мне приходилось очень часто к нему обращаться по поводу пожилых, многодетных, инвалидов, тем, кому не всегда, может быть, быстро можно оказать медицинскую помощь. Я от него никогда не слышала слова «нет». Человек, которому позвонишь хоть днем, хоть ночью, реакция была всегда моментальная. Это наша скорая помощь был.
вообще в республике. Ведь когда первый хоспис только начал строить, ему дали премию государственную, он сразу звонит: Владимир Владимирович, приезжай, он прям конвертер премию отдал на настройку. Вот как он болел за все отрасли медицины, как он ее продвигал. Здесь у нас казанский Склиф. «Семерка» сегодня уже бренд, клиника европейского уровня. Хотите казанский Склиф? В 2008-м это была не самая крупная больница с дальним прицелом на универсиаду. Объединить в единое целое сразу несколько серьезных, но разноплановых лечебных учреждений с разными хирургическими и кардиологическими школами подвластно было только незаурядному управленцу с нестандартными подходами. Марат Садыков с задачей справился блестяще. Когда пришел Марат Наильевич, все настолько поменялось. И стал расцвет 7-й городской клинической больницы. Надо травмпункт в Новосавинском районе построили, надо женскую консультацию построили. И появилось то оборудование, о котором мы раньше даже не мечтали. Мы стали работать на совершенно другом уровне. Выдающийся организатор, выдающийся лидер, руководитель. Благодаря ему наша больница работает на самом современном оборудовании. Выйдем с инициативой, чтобы увековечить память и назвать «Семерку» именем Садыкова Марата Наильевича. Марат Садыков спешил и успевал. В этом смысле ему здорово повезло. За свою не самую продолжительную жизнь он многое что сделал. Гиперответственный министр. Запомнился как один из лучших руководителей Минздрава Татарстана в его истории. Конечно, это стало возможным при поддержке Федерального центра и президента Татарстана Рустама Минниханова. И тем не менее, при Марате Садыкове появились такие важные лечебные учреждения, как Центр детской онкологии, реабилитационный центр на базе 7-й городской клинической больницы Казани, Центр экстренной медицинской помощи в Нижнекамске. Открылся новый корпус Республиканской инфекционной клинической больницы. Строится новый перинатальный центр в Казани. Перечислять можно долго, но особняком стоит проект, реализованный в год цифровизации в РКБ. Наша ведущая клиника первой в системе Минздрава России получила международный сертификат, означающий соответствие мировым стандартам цифровой медицины. 500 Wi-Fi точек, беспроводной, бесшовный интернет во всей территории больницы, да, условно говоря, для использования вот этой информационной системы. Это большие затраты, связанные с информационной безопасностью, да. Это поменено там больше 1000 компьютеров, да, закуплено новых, современных, качественных, российского производства, наших татарстанских. Уникальный проект, по сути, цифровой клиники без очередей, бумажной волокиты, большой вклад в развитие современной, передовой, высокотехнологичной медицины. Если у человека есть миссия, то, наверное, он ее выполнил. Те трудные 2-2,5 года, которые сейчас у нас позади, пандемии, начало специальной военной операции, трудно себе представить, что с этими задачами справился бы так быстро и эффективно другой человек, с другими человеческими качествами. Много времени уделял работе. Это торопился, успевал. Где-то получалось вовремя, где-то мы догоняли его. Были грандиозные планы, цели. Столько его не успел. А сколько он много сделал. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Кузьмин и Роман Безменов. 7 дней.